Помимо простых обычных хомусов, я еще в 1993 году собрал электронный хомус. Это у нас в те времена Бурцев Николай Николаевич на лекциях он как раз говорил о том, что можно такое сделать, поэтому я сам радиофизик, поэтому сообразил и быстро собрал в 1993 году первый электронный хомус. Но после потом появились хорошие аккумуляторы, батарейки. И мы в соавторстве с Федором Валерием Филипповичем получили патент в 2012 году на электронный хомус. Более компактный, как говорится, карманный. А вот эти электронные хомусы мы собрали вдвоем с Валерием Филипповичем, который он сам внутреннюю часть рассчитывает частоту генератора, частоту хомуса. Валерий Филиппович по образованию радиотехник, поэтому он очень хорошо и быстро все усвоил, приспособил электронику к хомусу, которую хомусы это и делаю я сам. Он имеет такой вид компактный. Сам хомус не тоже сделан как обычный хомус. На обычном хомусе припаяна катушка, сам прибор и зарядное устройство обычное на 12 вольт. Работает прибор от литий-ионных аккумуляторов на 3,7 вольт, 4 штуки. И также он может работать и от выпрямителя 12 вольт, также который является и зарядным устройством. Вот. Но сам прибор состоит из микросхемы усилителя и отдельный генератор, который собрали сами. Он рассчитывается в зависимости от применяемого хомуса, частоты. Вот. Делается расчет и согласовывается с катушкой, которая будет работать совместно с генератором. Но тут сделан еще прикусный желоб, чтобы можно было играть, не трогая руками. Включаешь и играешь. Теперь можно без аккумулятора. Если аккумулятор сядет, то мы вставляем на 12 вольт зарядное устройство в гнездо. Тоже можно сразу включить и играть. Тут есть регулятор частоты. Его можно только включать, когда получается увод частоты из-за того, что, допустим, аккумулятор может играть непрерывно порядка 10 минут. И в конце, допустим, этой 10 минуты получается увод частоты из-за ослабления напряжения. Поэтому стоит у нас регулятор частоты. Можно подобрать.
этот увод частоты, чтобы совпало на резонансную частоту. Ну, преимущество понятия такого нет. Но тут ударять не надо. Во-первых, можно играть, руки свободные. Можно руками взять еще другой инструмент, гитару, допустим, и хомус играть сразу на них. Он еще прикусный, поэтому руки свободные. Можно отпустить. Схема у нас сделана так, что она не нагревается. Вот, есть понятие, может транзисторы нагреваться, микросхема нагревается. Мы его точно рассчитали, чтобы транзистор не нагревался. Но еще его преимущество в том, что еще можно выйти на цену, вот, взять на такую вот, положить и свободно выйти, надеть на себя. Вот и можно спокойно выйти на сцену и играть. Красиво. Так, далее мы еще сделали электронный хомус двухязычковый. У него два язычка, ну, соответственно, две катушки, там два генератора здесь. Ну, к нему еще в придачу можно подсоединять и одноязычковый хомус тоже. Вот, теперь покажу, как играется на двухязычковых инструментах. Они играют на разных частотах, одна низкая, другая высокая. Сейчас включим. Это низкие частоты. Я потому что одну выключу, нажал рукой. А это низкие частоты, сейчас высокая пойдет. Но электронный хомус от обычных инструментов, хомусов, чем отличается? Ну, тем, что на нем может играть любой, потому что ударять не надо, просто надо извлекать из него звуки. Вот примерно. Так, какова перспектива вот такое изобретение? Ну, ансамблевых можно включать в ансамбле. Он как и сольный инструмент тоже подходит, как сольный инструмент и как ансамблевый. Но к этому изобретению мы шли очень долго. С Валерием Филипповичем в конце все-таки мы собрали и одноязычковые, и двухязычковые электронные хомусы. Но сейчас хотелось бы, чтобы исполнители на этих инструментах показали свои виртуозные игры. Спасибо за внимание.